Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл наших телепередач «Уроки космофилософии» или «Познай самого себя» с социальным мастером Муратом Мусабаевым. Здравствуйте, Мурат. Здравствуйте. Буквально вчера мне позвонил один житель города Бишкек, Оскар, и он просил, чтобы я задал вам вопрос, это его вопрос, как можно освободиться от эго, от «я», да? И что нужно сделать для того, чтобы, как вы говорите, спокойно жить на всю оставшуюся жизнь? Мне кажется, этот вопрос не только одного Оскара интересует, многие задаются этим вопросом. И как бы вы ответили на этот вопрос? Хорошо, вообще вопрос хороший, правильный. Перед этой проблемой каждый человек вообще в жизни встает. Я хотел бы вот сейчас уточнить некоторые такие вещи, да, чтобы общее мы понимали. По большому счету, как бы от эго освободиться полностью, да, как бы, то есть уничтожить его, такой необходимости нет, потому что если бы без эго вообще физическая природа не может существовать. Это как бы сила противодействия. И вот как в физике, да? Просто тогда нужно ослабить его, да? Нет, или просто как? Здесь вопрос вот в чем заключается. Нельзя находиться под тотальным влиянием эго. То есть эго не должно властвовать над человеком. Вот давайте так вот я попробую сформулировать, потому что я сам вообще с этих вопросов когда-то приходил, так же как и Оскар. Я пытался что-то читать, я хотел чьи-то разъяснения получить, я читал священные писания, я приходил к каким-то духовным лицам, консультировался, эзотерическую литературу духовную читал. А потом все равно каждый человек все-таки он в самом себе должен найти очень многие ответы на жизнь. Поэтому, вот как я говорил же, да, четвертый из праведных халифов, Али Абу ибн Талиб, он сказал: познавайте истину не через людей, а познавайте истину саму по себе. Тогда вы узнаете ее поборников. Здесь не потому, что мы не должны читать что-то, нет. Читать, советоваться, слушать, но все равно внимательно относиться к тому, что с тобой происходит внутри. Вот эмоциональные, там, психические процессы, переживания, мы должны внимательно к этому относиться. Вот давайте я начну свой ответ с этого. Вот представим себе, да, вот голова человека, она вправо, влево, ну, как бы вращается, да. Представим себе, что это человеческое «я». Теперь представим себе, что на левом плече находится та сила, которую мы называем эго. А на правой стороне плеча находится разум. И вот наше, как бы, наше «я» это название нашего, в принципе, рассудка, рассудочного ума. И вот рассудочный ум всегда ищет ответы на вопросы. И он обращается то влево, и вот здесь он может застрять и попасть под полное господство эго. Вот именно в части эго находится все то, что Священное Писание называет людскими пороками. Зависть — это здесь, в эго. Ревность здесь, месть, жадность, ну что угодно. Вот все, что мы называем грехами, на этой стороне. Все, что мы называем добродетелями, да, вот символически направо. И вот наше «я», рассудочный ум, качество его характеризуется интеллектом. И вот, как бы, развивая рассудочный ум, мы пополняем интеллект. Но это еще не все. Интеллект — это не все. Выше интеллекта начинается интуиция. Там, вернее, где заканчивается интеллект, начинается интуиция. Духовное знание. Так вот, поэтому, когда я говорил, когда Христос сказал, да, Иисус, да, когда тебя ударили по правой щеке, вот я показываю, да, вот у меня, как бы, мои глаза, уши повернулись в сторону эго. Это внешний мир. Это господство эго, это привязанности нашего ума, и мы сразу начинаем, это, кстати, рациональная логическая сфера. И вот мы застреваем в ней, и вот это как бы, то есть наше «я» отождествляется с эго, поэтому «я» практически становится эго. И вот тогда оно господствует над человеком. Поэтому он сказал: подставьте другую щеку, то есть сюда. И вы не должны зацикливаться, вы должны понять тогда природу уже свою бессмертную душу, опцией, которой является разум, понять человеческие добродетели. Нужен баланс. Вот как я говорил, что я ребенку объяснял, что в человеке как бы живут, говорю, два волка.
черный и белый. Вот я как раз и имел в виду, потому что он эго не запомнит, это здесь разум это белый волк, а черный волк это эго. И я ему говорю, тот волк, которого ты больше кормишь, тот становится сильнее. Но это не значит, что ты не должен его кормить. Почему? Потому что это и плотские желания, одеться, обуться, там какие-то в жизни достичь чего-то. Это вот как раз эго. Но мы не должны находиться под тотальным влиянием эго. К примеру, маленький пример. Вот если вы захотели оскорбить кого-то и даже ударить, в принципе, если вы останетесь на стороне эго, вы завершите этот процесс. Вы ударите, оскорбите, что угодно сделаете, да? Преступление любое совершить. Но если вы повернете вправо, разум, как предохранитель внутренний, он вам подскажет, остановись, и вы сможете себя удержать. И поэтому даже иногда подсознательно, бессознательно для человека этот предохранитель срабатывает. Поэтому очень многие вещи, они как бы из подсознания приходят, срабатывает предохранитель, остановись, мы останавливаемся. И вот если взять Писание вот, библейское, да, Таурат, мы начинаем его изучение все равно от «я». Но изучая от «я», мы как бы, как опять, поворачиваемся сюда, и мы начинаем рационально. Значит, мы, допустим, фараона мы воспринимаем как правителя Египта. Египет мы воспринимаем территориально, это Ближний Восток, это Северная Африка, да? И мы так воспринимаем, но там же не только это имеется в виду. Просто берется такой факт, через который мы должны понять внутри. На самом деле, если над человеком господствует эго, а все человечество состоит из элементов отдельных людей, то тогда над этим миром господствует эго. Тогда получается символ эго, фараон выступает. А вот Моисей, он выступает как рассудочный ум, то есть человеческое я. И вот он склоняется, ему Бог говорит, выведи свой народ, да, из Израиля. Это внутри человека происходит. В данном случае, если в контексте человека, это твои мысли, это твои чувства, это твои переживания, все это твой народ. И вот ты должен их что сделать? Вывести из реальности вот этого рационального мышления. То есть как раз то, что говорил Иисус, обернуть щеку сюда, увидеть как раз. А здесь уже земля обетованная. То есть это один уровень сознания, это другой уровень сознания, названный землей обетованной. И что происходит? Ведь Моисей приходит, фараон вроде бы говорит ему, я отпущу твой народ, но постоянно ему отказывает. И вот как раз, вот даже с тем же задавшим вопрос Оскаром происходят такие вещи. Он иногда хочет победить себя, то есть вывести свой народ из-под влияния эго, да? Из-под влияния власти этого фараона, да? Но не может, потому что фараон постоянно возвращает его на место. Он, помните, не отпускает, не отпущу сначала. Потом он говорит, отпущу, но только мужчин. Потом он сказал, приносите своему Богу жертвы здесь, в Египте. Потом он говорит, отпущу тебя, отпущу там женщин, да, но останутся здесь и детей, скот. А Моисей в конце говорит, ни один, говорит, и даже, говорит, копыта не останется здесь. То есть ни одно желание человеческое, да, он сказал, я не оставлю во власти эго. То есть господство над своими желаниями, контроль ума. И вот поэтому весь вопрос заключается прежде всего в обуздании ума. В обуздании ума. Именно ум, который мы называем словом «я», когда он становится во власти эго, а сегодня так и происходит. Вот почему, если взять вот, древние времена, как раз описываемые, да, Египет, да, до сих пор, это 5-6 тысяч лет в общей сложности, человечество оказалось под тотальным давлением эго. И все сегодняшние процессы, в принципе, происходят даже в таком в мировом политическом, геополитическом плане, да, вот эксцессы, все, это все как раз давление вот этого эго. Если вы подумаете внимательно, вы скажете, вот политики, да, они как бы как голова общая, ну, человечества. Если человечество это руки, ноги, тело, то политики выполняют роль головы. А вы не находите, что эта голова больная немножко? В масштабе человечества в каждой стране где-то больше или меньше, но в целом, да, как бы больная голова. Почему больная голова? В коллективном, в совокупном плане. Потому что она под тотальным влиянием фараона находится. Она не выходит в землю обетованную, да, что на индивидуальном плане, что в коллективном массовом масштабе. Это же, Библия это аллегория, это метафора. И нужно все эти вещи, и даже персонажи, да, как бы соизмерять с собой внутри. Вот любой персонаж, он как бы характеризует уровень совершенства твоего «я». То есть Моисей, ты должен внутри себя.
Если ты поднялся до этого уровня, ты уже достиг духовной мудрости. Ты как раз освободился от тотального влияния эго и достиг, как говорится, состояния освобожденной души. Вот индусы это называют дживан мукту, да? То есть освобожденная душа. Вот как раз Моисей, он уже достиг этого уровня. Если взять в последующем, да, Давид царь, да, потом Соломон, да, то мы как раз это те ступени сознания, те уровни сознания, к которым приходит человек. То есть эта Библия как раз и дана для того, чтобы кто-то внутри сказал, я достиг уровня там Давида. Когда он последнее свое сомнение, величайшее, да, которое мы называем смыслом жизни, да, и вот когда давлеющее вот это сомнение, которое Голиафом показано, он его убил, страхи свои, вот эти фобии, да, он убил, вот тогда он, значит, он становится царем, да. Потом Сулейман. И вот каждый человек должен достичь этого уровня внутри себя. Поэтому вот мы вот эту метафору должны как бы понимать. Значит, не обязательно, то есть эго не надо убивать, его нужно как бы уничтожать, не нужно, его нужно полностью обуздать. То есть управлять им. Управлять, да, управлять. Ну, к примеру, вот элементарные вещи. Разум, душа характеризуется чем? Разумом, волей, да, и чувствами. Да. И вот волевой аспект, разум и воля, это практически это свойства одного порядка. Например, кому-то хочется пить. И если он подключает к этому разум, то есть предохранитель, у него укрепляется воля, и он воздерживается, он говорит, нет, я не буду пить. Или я, предположим, прекратил курить. Или я перестал гнаться вот просто тупо за материальными благами, и очень многие вещи, то есть тогда в человеке больше проявляется и развиваются его добродетели. Поэтому вот я, например, маленьким детям говорю, контролирую, он говорит, а как себя проявляет черный волк, ну то есть эго. А он говорит, да полежи, не делай уроки, там, не выноси мусор, потом вынесешь, поиграй. И тогда я говорю, ну ты должен понять, что это черный волк. Я говорю, ты должен все-таки посмотреть на белого, а он тебе скажет, нет, все-таки встань, вынеси мусор, там, помой полы и сделай уроки до конца, потом поиграешь. Я ему говорю, это вовсе не означает, что ты вообще не должен играть. Нет, но всему свое время. И ты черному волку, когда вышел поиграть, ну там час поиграл, там на улице, там поиграл в компьютер, да, всему свое время, это значит, ты ему дал еды. Но ты ему не должен перекармливать, иначе он у тебя больше станет, чем твой белый волк. Ребенку это понятно. Даже в возрасте 7-8 лет он начинает, играя, понимать. И вот даже на примере внука снова говорю, он мне говорит, вчера, говорит, так получилось, говорит, хотел, говорит, встать, пойти уроки делать, а мне, говорит, мой черный волк, говорит, да лежи, потом сделаешь. И я ему говорю, ну а как ты? А он говорит, а я сказал ему, фиг тебе, и пошел делать уроки. Я говорю, ну вот молодец. То есть в игре... Это. Потом, говорит, сказала мама там про пылесосить, опять буду играть. А потом вспомнил, что ты сказал, и сказал, фиг тебе, а ну-ка встал, иди пылесось. И встал, но он сказал себе, по идее. Но он пошел. И вот ребенку, если потихонечку вот эти вещи говорит, там же на уроке, там учитель, чтобы он объяснял, чтобы он детей вообще, дети это пластилин. Но мы, к сожалению, из этого пластилина лепим нечто ужасное. Мы их уподобляем себе. А вот помните, Иисус как сказал, истинно говорю, пока вы не умолитесь, как это дитя, не войдете в Царство Небесное. И он сказал, Царство Небесное их. Почему? Потому что, во-первых, дети это сама искренность. Дети в сказки верят. Дети как раз интуитивный разум у них более развит. А мы в них интуитивный разум убиваем, подавляем вернее, да, и развиваем что? Рациональный разум. Купи, продай, опереди, обгони, стань лучше, стань красивее. Да, и вот мы в них развиваем вот эту сферу. Если взять глубокую древность, то там же по-другому был подход. Детям сказки рассказывали. Детей воспитывали вообще на сказках, на легендах, на былинах. Они понимали, что дракон, который там приезжает, там, вернее, там в какой-то пещере поселяется и требует жертв. Это как раз они понимали, это эго. То есть каждый видел дракона в себе, как и в своей там деревне, там, городе, коллективе. И он понимал, что этот дракон, в данном случае, допустим, как фараон, да, или как в нашем эпосе Манас, да, допустим, Конурбай.
да, вот, император Китая, да, или «Вапасертюштюк кёкдövö», да, синий див. Вот это как раз вся метафора эго, который подавляет, держит нас, порабощает нас, и все время, вот как в «Вертюштюке», он поднимается над птица Алп-Каракуш к свету, он в принципе разворачивается куда? В сторону души. Ибо наша душа, душа даже самого последнего злодея, она полна светом. То есть это свет человека, это разум. Вопрос в другом. Он просто совершенно не поворачивает руку сюда. Потом я возвращаюсь, помните к той метафоре, да? Вот на чем вообще начало Библии, да? Когда Моисей, Бог спросил, два знамения, которые Бог показал Моисею, помните, я говорил, да? Он говорит, сунь руку в пазуху. Он засунул, высунул, она прокаженная. Сунь второй раз, он засунул, она нормальная. Вот это как раз случай. Все, к чем бы мы ни столкнулись в жизни, сначала мы обращаем щеку сюда. И мы от рационального ума логически судим, то есть через эго. А это понимание какое? Прокаженное. Следовательно, он сказал, как Иисус говорит, поверни голову сюда, да, то есть обрати другую щеку. Второй раз подумай, то есть с точки зрения разума уже, да, и оценку этой ситуации. С точки зрения предохранителя. И тогда она нормальная. И дальше он как показал, да? Что у тебя в руках? Посох. Брось его на землю. Бросил на землю, он превратился в змея. Это как раз и есть эго. Змей-искуситель, который в райском саду Еву искусил. И как раз в каждой нашей ситуации посох символизирует разум. То есть, если ты утерял разум, и его с земным, с материальным, с телесным, да, то есть упал на землю, да, он превращает тебя, превращается в змея. Это два состояния ума, это как раз черный и белый волк. Вот это метафора. И этот человек найдет каждый в самом себе. Поэтому с этой точки зрения, да, хоть атеисту говорю, он скажет, я понимаю эту метафору. Хоть иудею, хоть христианину, хоть мусульманину. Понимаете? Вот я сейчас как раз вот продолжу, знаете, вот Темирбек Байке. Недавно мне, это тоже будет относиться к этому, момент интересный. Вот мы сейчас сказали, понятно всем, и иудею, и христиан, буддист, если услышит это, он скажет, да, это наша практика. Ну, то есть это все мы говорим об одном и том же, с точки зрения космофилософии. Ну, это как бы ценность общечеловеческая. Общечеловеческая. Она всех касается, даже тех, которые, допустим, считают себя неверующими людьми. Так вот, например, мне недавно говорит брат, давай сходим в одно место в гости. Там приехали люди, они как бы верующие, они христиане, но хотели поговорить о том, как можно вести бизнес, ну, не постоянно помнить. Здесь давайте мы точку поставим, да, вот, да. Чтобы освободиться от эго полностью, это и нет необходимости, да. То есть просто нужно контролировать, управлять. Обуздать свои желания просто. Ага. Вот то есть духовно надо, духовную сторону расти, да. А вот эгоистическую его надо чуть-чуть придержать. Надо стать господином своего ума. То есть управлять и тем, и правым, и левым полушариями, да, и левой, и правой стороной. Потому что и думаю, то, и другое свойственно. Я думаю, нашему телезрителю Оскару и другим, которые бы задавались этим вопросом, это уже понятно стало. Теперь давайте продолжим вот ту тему, которую бизнесмены обращались к вам. Ну, они как бы, мне это было неинтересно, он говорит, ну вот они попросили, вот я как-то рассказывал о тебе, давай придем. И это, говорит, как бы ребята уверовали в Христа, но они говорят, что как можно делать бизнес, там, предпринимательскую деятельность осуществлять, ну, помня о Боге. Я думал, ну, давай схожу. Потом все-таки, знаете, вот есть такая вот маленькая уловка. Он-то привел ребят, определенное количество, да, и потом как бы каждый встал, это вот такая технология, каждый встал, и он говорит, тут я расскажу о себе, как я пришел к Богу. И он начинает... Или к бизнесу, да, через Бога. Нет, да, ну он как бы говорит, я жил вот так, я был плохой, я грешил, все, но потом в один прекрасный день он рассказывает историю, да, конкретно его касающуюся, но я потом принял Христа, все, моя жизнь изменилась, я занялся бизнесом, там еще что-то. Ну дальше происходят позитивные изменения в жизни, это в принципе хорошо. Второе начал, третье. Потом, как бы так, из-под для всех, он говорит, а давайте вот сейчас скажем хором, вот помолимся. Опять, понимаете, вот я не потому, что это плохо, я хочу сказать вот об этих нюансах. И он начал говорить, вот давайте, говорит, Господь,
Я принимаю Господа Иисуса Христа. И вот я обращаю внимание, ребята мусульмане, несколько человек, встают и уходят. Те, которые, скажем так, нейтральны, им в принципе они не христиане, не мусульмане, они так досидели. И вот я в этом увидел вот нечто, вот это навязчивость. Вот этого нельзя делать, вот этого нельзя делать. Теперь смотрите, что происходит. Потом один как-то говорит, я действительно тоже принял, да, и вот у меня там депрессия, что-то. И вот они втроем начинают молиться, да, и так агрессивно, да, вернее активно, скажем так, да. Господь, прямо сейчас, пусть из него болезнь выйдет, прямо сейчас я тебе даю команду, вот выйти из него прямо сейчас, да. Вопрос, вот, когда это закончилось, я им просто сказал, ребята, вы это... Что предполагали? То есть каждый из вас остался в реальности своего «я». В реальности «я». Вы не вышли за реальность «я». Более того, вы повернулись сюда, и вы отождествились с эго. И вот «я», отождествленное с эго это не значит только зло. Эго же это как раз плод древа познания добра и зла, это спектр от добра до зла. У нас могут быть, казалось бы, добрые намерения, но тем не менее они будут эгоистичные намерения. Понимаете? И мы дойдем до добра, но проблема в том, как только мы дойдем, мы развернемся, как и мир наш развивается. Сначала к созиданию, потом разворачивается к разрушению. Поэтому происходят войны в мировом масштабе, в континентальном, и внутри человека сначала идут какие-то там порывы, что-то созидать, чего-то добиться, а в конечном итоге разворачивается, к депрессии приходит, а иногда к тотальной депрессии приходит, да? И вот весь вопрос заключается в том, что Бог, если вы будете любое Писание изучать, Он никакое обетование не давал человеческому «я». Он давал обетование душе. Потому что «я», как мы говорили, оно появляется с рождением тела, то есть имеет границы рождения и смерти. «Я», как рассудочный ум, как телесное сознание, прочно связано с телом. Она имеет границы, она живет один раз. Поэтому, когда мы живем один раз, мы находимся под тотальным влиянием эго. И тогда, что происходит? Бери от жизни все, урви все, обгони и все. А вот когда мы перестаем быть «я», когда мы поворачиваемся сюда, мы выходим за реальность своего «я», вот тогда мы понимаем природу вечности, природу бессмертной души. Мы понимаем сферы сознания, в которых отсутствует такая категория, как время. Мы начинаем размышлять о категориях вечности. Темирбек Байки, вот если вы позволите, да, я просто вот хотел сегодня, вот у меня есть привычка, да, я записываю. Всегда вот одна тетрадь кончится, вторая я вот записываю, да, и вот пришла мысль в голову, и я уверен, что эти мысли приходят каждому человеку. То есть нет такого человека, которому не приходит. Вопрос в другом, насколько глубоко он посвящает свое время и внимание этим размышлениям. Вот я просто, вот, допустим, написал «разбирательство с самим собой». Разбирательство с самим собой – это начало религиозности. Это проявление религиозности в каждом человеке на земле. Более глубокое разбирательство, более глубокое, приводит к выбору типа поклонения и внешнему соблюдению религиозных вероуставов одной из деноминаций. То есть ты выбираешь христианство, там буддизм, индуизм выходит. Но может так и остаться внутренним делом человека. То есть человек может размышлять, но не прийти ни в одну из этих деноминаций. Просто оставить это своим личным делом. Разбираясь с самим собой, человек судит о качестве своей жизни. Говоря о качестве жизни, важно не то, чего человек добился в ней и чего достиг, а какой ценой и за счет чего он этого достиг и добился. О себе каждому следует понять, что его плоть и сосуществующее с плотью «я» во время жизни на земле отражает не полностью суть человека, а только его эго. Это вот как раз о чем мы говорим, эго. Поэтому на духовном языке эго называют либо ложным низшим «я» человека, либо псевдодушой. Но кроме этого своего «я» люди о себе ничего не знают. А если бы они знали другое свое «я», они жили бы по-другому и исповедовали иные жизненные ценности. Этим их реальным истинным высшим «я» является душа. Вот поэтому наша душа, то есть джан, да, и джин, это наше «я» и эго, да, это разные вещи.
Душа, она бессмертна. Я смертна временно, подчинено времени, которое каждое мгновение умирает. И вот дальше смотрите. Вот море волнуется только в своих границах. Ну понятно, Иссык-Куль волнуется только в своих границах. Точно так. Поэтому и все хитросплетения людских судеб реализуются в реальности своего «я». Только в «я». Не зная, что происходит за гранью телесной реальности. В реальности человеческого «я» отсутствует смирение. Вот в реальности «я», тем более подавленным эго, никогда нет смирения. В силу того, что ни одно «я» не понимает, за что на его голову сваливаются испытания и страдания. Вот каждый человек, за что мне это, Господи, за что? Он старается, он предпринимает усилия, но в реальности «я» этого понять невозможно, и никто никогда не поймет, пока он не превзойдет реальность своего «я». Теперь, занимаясь самореализацией собственного «я», душа обрекается в следующем воплощении на исправление ошибок прошлой жизни, в которой будет снова доминировать телесное «я». И вопрос прозрения и просветления сознания, называющееся перерождением свыше, откладывается на потом. Этому причиной становится активность телесного «я», которая снова всю жизнь будет препятствовать прозрению и достижению духовной мудрости. Иными словами, не происходит духовного взросления, и человек остается в этом плане младенцем. В новой жизни люди снова вовлекаются в болото житейской суеты и проблем. Женятся, разводятся, занимаются стяжательством, добиваются славы и власти, создают кармические узлы, обрекая себя на новые муки, лишения и страдания. И вот я хотел привести, вот смотрите, книга пророка Иеремии, да, глава 25, стих 29. «Вы не останетесь безнаказанными», Бог говорит. «Поэтому я призываю меч на всех жителей земли». Бог говорит Иеремии: «Итак, пророчествуй им все эти слова, скажи им: вечный возгремит с высот, возвысит голос из святого жилища, страшно возгремит на свою страну, воскликнет как топчущий виноград, на всех, кто живет на земле. Грохот пройдет до края земли, потому что и у вечного тяжба с народами. Он будет судиться с каждым и грешных предаст мечу». Вот тогда вопрос возникает, да, вот если вот эти моменты читать Писание, да, то можно с точки зрения рационального ума, с точки зрения эго, сказать, это вообще вот, как бы не соответствует действительности. 1000 примеров привести, когда это не происходит. Если же мы поворачиваем сюда и превосходим реальность «я», мы понимаем, что это здесь и сейчас происходит абсолютно с каждым человеком на земле. Потому что он сказал же, да, он будет судиться с каждым и грешных предаст мечу. Но в реальности «я» можно быть в этой жизни абсолютно нормальным человеком. Не творить ничего плохого и при этом получать какие-то страдания, лишения, муки. Можно при этом сегодня грешить и при этом прекрасно себя чувствовать, быть здоровым человеком, иметь деньги, ездить. И всем будет непонятно. Непонятно, почему происходит такое. Вот говорят просто слова от «я». Кого Бог любит, того наказывает. Бог любит душу человеческую. Поэтому душа, если на ней есть ошибки прошлых жизней, он их что делает? Развязывает. Вот я, к сожалению, без очков. В последующей жизни это все... Конечно, развязывается. И в будущей жизни ты, будучи даже праведным, нормальным человеком, но в подсознании, то, что отражает душу нашу, подсознание, а подсознание гораздо больше реальности нашего «я», правильно же? И вот в подсознании вся эта информация зафиксирована, да? Вот я хотел бы сказать, да, либо эти слова Библии пустой звук, если их понимать буквально, в границах своего плотского сознания, которое мы считаем собственным «я», либо это объясняет все, что происходит с людьми и с народами на этой земле. Вот посланник Аллаха Мухаммед, мир всем пророкам, сказал: «Старайся для своей земной жизни по мере твоего пребывания в ней, но и старайся по мере твоего пребывания в ней для своей загробной жизни. Старайся для Аллаха по мере своей нужды в нем. И старайся спасения от ада настолько, насколько ты в состоянии терпеть его». Вот вопрос заключается. Иногда жизнь человека и его страдания, сущий ад. Особенно это бывает вот во время длительной болезни, когда человек претерпевает такие боли, да, упаси Бог, да.
И вопрос заключается, ты в этой жизни должен знать, исходя из религиозного знания, что ни одна твоя ошибка не останется безнаказанной. Иначе ты плюешь на космос, на космическое сознание, на вселенский закон равновесия ты плюешь, который воздает по принципу око за око, зуб за зуб. Тогда сказано, ты можешь делать что угодно, но ты знаешь, что ты будешь расплачиваться. И вот тогда, когда человек, глядя на этот мир, но выйдя за рамки своего «я», он смотрит, как человек страдает. Тогда он себя ограничивает. Все древнее знание, вот до падения человечества, заключалось именно на этом. Поэтому люди воздерживались, ни один, даже если ему эго говорило, вот как раз тот, кто знает закон перерождения души и предопределения, это суть ислама коренная, да, предопределение. Вот тот человек никогда не окажется во власти эго. Тот человек, который не знает суть религии, он оказывается просто в рабстве у эго. Почему? Да потому что эго всегда говорит, да ладно, потом рай или ад, это потом неизвестно что. Нет, прямо здесь и сейчас. И вот если бы он отвязался, как Моисей, вышел в эту сторону, сунул руку второй раз, он бы понял, что возвращаясь, как раз и происходит, настигает меч Господень. А ты в этот раз нормальный человек. А тебе... И вот тогда бы, вот как сказал здесь пророк Мухаммед, ты можешь, говорит, старайся для спасения от ада настолько, насколько ты в состоянии терпеть этот ад. Насколько ты можешь, да? Да, насколько ты можешь его терпеть. Ну, пожалуйста, вот если сегодня кто-то стяжает, добивается власти, ворует, берет взятки, да, ну он говорит, пожалуйста, делай это по свободе воли и выбора. Но знай, воля и выбор порождают причинно-следственные связи, не внешние. Не от «я», а космические. И когда ты вернешься, тебя настигнет это. Готов терпеть ад? Пожалуйста, терпи. Вот делай, что хочешь. А причинная связь может иметь противоположное направление там? Вы знаете, вот вся наша проблема в том, что мы причинно-следственные связи ищем как раз в этой сфере, в рациональной, от внешнего ума. А здесь только эгоистичное понимание. То есть то, что мы даже в микроскоп можем рассмотреть, и мы говорим, это причинно-следственные связи. Но сколько в жизни происходит, вообще ничего вообще не может произойти, ни одно, любое то, что вы видите происходящее, является только следствием. Но мы не всегда внешним умом способны отыскать причину этому. И именно невозможность, неумение нам и отыскать эту причину исходит из непонимания Святого Писания. Неумение найти приводит к чему? К засилию эго и к отрицанию Бога. То есть к атеизму приходит. А это элементарно, это математика, обычная математика. X это в принципе суть твоей прошлой жизни. Это как бы достаточное, да, условия. А теперь с этой стороны ты решаешь. Тебе встречаются в жизни ситуации, болезни, какие-то потери или приобретения. По ним ты можешь вычислить как раз вот этот X. По качеству своей этой жизни. Если твоя жизнь отягощена различными лишениями и страданиями, ты должен понять, что ты их запрограммировал, потому что подсознание это тоже компьютер. Запрограммировал все это. Поэтому, как сказал, помните, я вам приводил такую хадис, да, хадис? Приходит сподвижник к пророку и спрашивает, говорит, вот все понимаю, все соблюдаю, да, но не могу понять суть предопределения. Он сказал, о Абу Зар, если, говорит, ты предложишь Аллаху, говорит, золото величиной с гору Ухуд, он от тебя этого не примет до тех пор, пока ты не постигнешь суть предопределения. Это как раз суть программирования, суть закона сеяния и жатвы, суть закона воздаяния, закона Тора. Да, который выражается словами око за око, зуб за зуб. Ни один, допустивший зло, ставший источником зла, он не избежит чего? Воздаяния. Он вернется к своему же созданному злу. Каждая душа сама только к своему злу, только с обратной стороны, уже со знаком минус. Вот это суть иудаизма, христианства и ислама. Это реальная, конкретная суть. Но это духовный уровень понимание этих вещей, или космофилософский. На этом уровне он объединяется и с индуизмом, и с буддизмом, объединяется, понимаете? И тогда мы понимаем, что, Господи, здесь же сказано, вот сейчас, можно я еще вот зачту, да? Книга Иова, Аюб, помните, да, говорит, у него всесилие и премудрость, у Бога имеется в виду, в его власти и обманутый, и обманщик. Советчиков он гонит боссами, и глупцами делает судей. У царей он развязывает пояса мантии и обвязывает им бедра повязкой раба.
Священнослужителей он гонит боссами и низвергает сильных. Он лишает речи искусных советников и отбирает разум у старцев. Он покрывает позором знатных и лишает оружия могучих. Он открывает глубины тьмы и выводит на свет сокрытое во мраке. Он возвышает и губит народы, умножает их и рассеивает. Он лишает рассудка земных владык и шлет их в пустыню, где нет пути. Бредут они на ощупь в темноте, без света, и шатаются, словно пьяные. Вот если это повернуть, опять же, да, один раз руку засунуть, повернуть руку, голову сюда, да, и прилепиться к эго, отождествиться. Вы вообще скажете, да где это видано, где он наших владык там развязывал им пояса мантии, обвязывал им бедра повязкой раба? Ну где это? И начнут спорить. И в принципе, если мы останемся на этом уровне сознания, они убьют и скажут, что да, надо признать, что здесь они правы. Но они не правы, когда на другом уровне сознания. Потому что все, кто сегодня ходит в нищенском положении, там, бомжом, там, полным, вот это и есть развязал. Теперь сегодня они судьи, принимают решения, мудрость. Он говорит, он лишит разума судей. Или священнослужители гонит боссами. Почему? Да потому что сегодня, если ты что-то утверждаешь, ты должен понимать это на достаточно высоком уровне. Не только логического, рационального восприятия, но и самое главное, интуитивного, духовного. Теперь дальше, да, он открывает глубины тьмы и выводит на свет сокрытое во мраке. Вот сегодня реально есть люди, они вполне успешны, красивы, прекрасны, но внутри, во тьме, они реально слепые, нищие. Да? И вот это скрытое во мраке, тайная глупость, тайные его, они все потом становятся наружными. Понимаете? То есть, когда Иисус говорил, да, в Евангелии, да, все тайное станет явным. Вот все тайное, что сегодня скрывает в себе человек, может быть, он внешне красив, или там красивая подруга имеет там некрасивую подругу, да, и вот она внешне превосходит, она ее, допустим, унижает, там еще, да мало ли что происходит, да. Все то, что у нее во тьме находится, будет все поднято. То есть тайное станет явным. И сегодня, как сказал, первые станут последними, последние первыми. Это не только это имеет два смысла. Первый, это с первозданного своего состояния Адама человек воплощается в тело, возвращается назад. То есть первый станет последним, последний первым. Но и горизонтально имеют причинно-следственные связи. Если ты здесь был на одном концу крайности, ты будешь на другом. По закону око за око, зуб за зуб. И вот здесь, если мы вот этих вещей просто, я честно говорю, да, что мы вообще, для нас религия будет бессмысленна. Вот я еще раз говорю, пока мы останемся на этом уровне понимания религии, у нас куча проблем будет. Вот опять же, да, вот я вам сказал, позвали там на какую-то встречу, да? Получается, это христиане. Вот какую аудиторию, да, вот у нас есть там, допустим, секты, я не говорю, что это плохо или тотально плохо, люди-то хотят веры, да, но почему они не в традиционной церкви? Потому что у этих находится время вот такие вещи проводить, собрания, да, обращаться к людям, да, у этих находится время. И самое главное средство, и самое главное есть точки, откуда это координируется движение, да. Теперь взять, если вот в исламе дават, тоже, казалось бы, неплохо, приглашают в мечеть, да? Но почему этим не занимается, вот как бы, да, вот как мы с вами говорим, да, вот этой разъяснительной работой, почему не занимается ортодоксальные конфессии, официальные, вот там, допустим, муфтият, там, допустим, наша там русская православная церковь, там, синагога центральная, да? Почему не занимаются этим? Потому что они прежде всего должны прийти к уровню космофилософии сами между собой. А потом это доводить людям. Потому что не поняв вот этих религиозных законов, да, мирские законы мы вообще не решим. Мы будем возвращаться, мы и так это делаем бесконечно. Приходим то рабами, то господами, то богатыми, то нищими, то здоровыми, то больными. Но каждый раз, будучи самостоятельным я, под влиянием эго, мы орем, за что нам это, Господи, за что, все. А осознания нету, выйти за грани телесного я. Вот это как раз и подразумевает ислам и мусульмане. Это тот, кто стал выше своего собственного я. То есть совершенно свободным от эго. Не освободившийся от эго, по идее, он может сказать, я хочу стать мусульманином, то есть освободиться от эго.
Но если он не освободился, он еще им не является. Он просто хочет. Вот. Сейчас еще вот хотел сказать, ну, так. Вот смотрите, да, когда люди на земле перестали понимать истину перерождения и обновления их души, они стали думать, что дети отвечают за вину своих отцов. Но душа несет лишь тяжесть собственных грехов. Возвращение изначального религиозного знания в духе космофилософии предсказано также пророком Иеремией. Посмотрите, в те дни уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Каждый будет умирать за свой грех. Кто поест кислого винограда, у того и будет оскомина на зубах. Ну это тоже, что я сказал, око за око, зуб за зуб. То есть это не потому, что мой отец что-то сделал, я должен. Нет. Вот он как раз говорит, раньше так понимали, кто поел кислый виноград, у того и оскомина на зубах. Душа, которая была бессмертная, пришла в я, но допустила грехи, то есть постоянно была отождествлена с эго. Она поела кислый виноград. Она вернется, у нее будет оскомина на зубах. Вы понимаете, о чем есть? Это духовный язык. Это же, я не выдумываю от своего ума, я беру те писания, которые сегодня... Это Библия, Коран. Библия, Коран. Тора, да? Это, ну, то, Пятикнижие Моисея и есть закон Тора описывает, да? Это, в общем, возьмем Библия, Коран, но это все я называю. Либо Кораном можно назвать, либо Библия. Это писание вообще единое, да? Это книга. Вот если взять даже Бхагавад-гиту, да, или там буддийские питаки, по сути дела, в конечном итоге мы приходим к одному и тому же выводу. При этом мы вообще не говорим, что нужно, допустим, отменить существующие деноминации. Наоборот, их надо как бы укреплять. Почему? Потому что каждый путь, он полезен, он воспитывает ум, он как раз предоставляет свободу от эго, да? Но каждый из них должен куда привести? Он к единой точке. Вот как бы мы, если бы мы на единую вершину поднимались с разных сторон, здесь христианство, здесь иудаизм, но мы должны наконец подняться. И если мы поднимемся на этот уровень, который мы называем космофилософией, да, единого понимания, не отменяя ничего, наоборот, уважая и укрепляя всех, и даже призывая тех, кто сегодня не религиозен, последовать одному из путей, или, по крайней мере, своим путем подняться. Да? Вот это и будет как раз отправной точкой решения огромного числа проблем. А мы вот сидим здесь и говорим, да нет, мы рационалисты, да, нам нужно экономику развивать. Да ничего вы не будете развивать. Ни с какой коррупцией вы не можете побороться. Никакие вы проблемы не решите. Ни войну, ни проблемы войны и мира невозможно решить, потому что сами проблемы войны и мира, как добро и зло, находятся в рациональной сфере восприятия, в реальности нашего «я». И вот пока мы не обратимся к разуму, когда мы, это предохранитель срабатывает, и мы на короткие исторические промежутки времени, скажем, после 45-го года до 60-го, 15 лет мы еще там, ну кто-то больше, кто-то меньше. Американцы уже начали войну во Вьетнаме, да, то есть отвергли там эту сторону, остались здесь. А так в целом люди на какой-то промежуток времени отрезвились, пробудились. Но вот это нужно сделать на постоянной основе. То есть, чтобы голова понимала, что есть не только этот уровень сознания и этот уровень понимания вещей. Вот когда сказано, да, тем же Иисусом Христом в Евангелии, он говорит книжникам: лицемеры, сами не входите в Царство Небесное и других не пускайте. Потому что все, путь, как тоже в Коране, вернее в хадисах сказано, да, в шариате, о том, что приход в веру начинается в Ирадатуль Кауния. Ирадатуль Кауния начинается здесь. Это дисциплина как раз вот ума, стойка его как бы освобождения от эго, от зависимости от эго, да? Вот это пятикратный намаз, все это очень важно. Но дальше что? Ирадатуль Шария. Понимаете, нужно сюда. Это как раз войти куда? На иную сферу сознания. Это прозреть небеса отверстиями и что? Войти в Царство Небесное. Он же это не означает после смерти, поэтому он говорит, сами не видите небеса отверстиями. Когда? Сейчас. Сами не входите в Царство Небесное. Когда? Сейчас. Значит, что нужно сделать? Развернувшись сюда, это вся метафора. Ты вошел в Царство Небесное, ты начал мыслить иными категориями, превосходящими твою реальность «я», свободными от эго и что? Подчиненными разуму. Вот
вот эти все вещи нужно как бы воспитывать в людях. И самое главное, говорить об этом. Но у нас в этой стороне ревность начинается. Я же сказал так, я понимаю больше. Да вот единственное мое желание, вот лично мое, да, полностью освободиться, да, от «я». Вот когда человек в монастырь приходит, почему он имя меняет? Потому что он как бы оставляет. В миру говорят там Иванов Иван Иванович. Или Абдрахманов доктор Баймуташевич. В миру. А приходя в монастырь, он как бы говорит, я хочу освободиться вот от этого «я», которое отождествлено с эго. Он себе выбирает духовное имя. Правильно? Начинает что? Воспитывать. Избавляться от гордыни, тщеславия. Для чего? Да для того, чтобы освободиться от того черного волка, который тотально им стал господствовать. Ну, получается или не получается, это другой путь. Может быть, из 100 монахов у одного получается войти в Царство Небесное. Но это может и любой человек нормальный сделать в жизни. Поэтому вот это как раз... Еще вот эти все записи, понимаете, их, ну, конечно, нужно в какую-то книгу превращать. Да? Вот смотрите, духовного совершенства достигает лишь тот, кто оказывается способен разгадать эту иллюзию и тайну вертикальных причинно-следственных связей. То есть кто поймет, что есть другой уровень сознания, который символизирован землей обетованной, да, говоря о вертикальных, не только внешних, а вертикальных. Вот духовного совершенства достигает лишь тот, кто оказывается способен разгадать эту иллюзию и тайну вертикальных причинно-следственных связей. То есть все взаимоувязано, через которые осуществляется закон Тора, воздающий по принципу око за око, зуб за зуб. Тот, кто постигает суть сеяния и жатвы, познает суть предопределения и реализует то, что в исламе называют ирадатуль шария. Для него раскрывается тайна сокровенной скрижали лаухуль махфуз. То есть это вот как раз то, что мы подсознание называем. И суть слова пророка Мухаммеда. Вас не коснется то, что должно было миновать, но вас не минует то, что должно было коснуться. Такому прозревшему человеку становится понятно, почему люди бывают слепые, а другие зрячие. Одни глухонемые, а другие говорящие и слышащие. Одни здоровые, а другие больные. Да. Одни богатые, другие бедные. Одни живут долго, а другие недолго. Одни богатые, другие бедные. Одни везучие, а другие невезучие. Одни становятся жертвами насилия и преступления, а других минует чаша сия. Вот это и есть суть, цель и задача религиозного знания и веры. Тогда вы поймете, если человек не понимает того, что с ним происходит, если ему не объясняет духовенство того, что с ним происходит, прямо здесь и сейчас не объясняет. И, кстати, ссылаясь, открывая Священное Писание, традиционное, Библию, Коран, открывая и показывая, не объясняет человеку, почему здесь и сейчас с ним происходит это. Изменить будет что-то сложно. Правительству, духовенство должно было объяснить, почему здесь и сейчас происходит кризис. Почему это все происходит. И вот если на это хотя бы вот просто вот, как сказать, вот со скрипом развернуть хотя бы прямо, чтобы они хотя бы услышали сбоку, тогда очень много изменится. Ну смысл, я вот вообще не смотрю телевизор. И почти раз в неделю смотрю, раз в неделю интернет. Почему? Потому что ничего не меняется, суть одна и та же. Какие-то величайшие глупости творятся. Уже глупости на таком уровне, я понимаю, когда человек один что-то там на каком-то уровне сделал. Но когда политики, то, что мы говорим, голова человечества, творит глупости уже на высочайшем уровне, от сплошные глупости. Такое впечатление, что безумие, понимаете? Как будто перед чем-то. И вот сегодня что? Сегодня нужно прийти к реальному смыслу священных писаний, к реальной истине, о которой они говорят, что они скрывают. Вот, как сказать, войти в Царство Небесное, хотя бы сказано, да, много званых, но мало избранных. И вот чтобы званые, в принципе, все, вот за это сказал вопрос, да, значит он званый, его позвали. Но вопрос избранности, он даже не в том заключается, что кто захочет Царство Небесное, как говорил апостол Павел, усилиями берется. Усилиями над собой, усилиями над освобождением от господства эго, усилиями узреть свое истинное я, прозреть Царство Небесное. Вот это сказано. Поэтому для меня, лично для меня, существует одна религия. Поэтому это слово, как я в самом начале, я употребляю в единственном числе. Я не понимаю слово религии. Я понимаю слово вероучение. Но религия одна.
И вот как сказал один мудрец, да, это религия любви. Есть один язык, язык сердца. Вот если вы будете Священное Писание, независимо какое, читать на языке сердца, на языке вечности иначе, вы сразу перестанете мыслить категориями событий, прошлого, настоящего, будущего. Для вас Писание откроется тогда на языке сердца, на духовном языке иначе, да. Здесь и сейчас. То есть в настоящем времени. Конечно, и тогда для вас и потоп будет здесь и сейчас, и сотворение Адама здесь и сейчас, и все, что с вами происходит здесь и сейчас. Понимаете? Тогда вам будет интересно, тогда она вас учить будет чему-то. А в противном случае она будет под тумбочкой стоять, чтобы телевизор, чтобы тумбочка не качалась, у вас Священное Писание там будет стоять, вот эту роль выполнять. Ну, понятно. Рад, спасибо, что сегодня пришли. Вот ответили на вопрос нашего телезрителя. Вот, я думаю, наши телезрители, если какие еще будут вопросы, Да. они пусть обращаются на нашу студию. Вот, и мы тогда эти вопросы донесем до вас, чтобы ответить нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, на этом сегодняшняя передача подошла к концу. До следующих встреч. До свидания. Thank you.